Сирия и Крым – две точки на карте мира, которых коснулись перемены. Два разных культурных полюса глазами одного художника. Сергей Блохин смог объединить в своем творчестве непохожие друг на друга миры. «Ветер перемен» – так назвал выставку мастер. Она открылась в Чувашском художественном музее. Выставка объединила около 200 живописных и графических работ. Посетители, да и многие собратья по цеху не ожидали увидеть столько. Последний раз картины художника были представлены в выставочном зале на заливе в 1999 году. Часть из них была написана в Сирии. С 1995 по 1997 годы Сергей Блохин находился там в служебной творческой командировке по линии МИД России. Он путешествовал с этюдником по древним городам страны 3 мировых религий. Много писал на пленэре, чтобы сохранить свежесть впечатлений от знойной природы, изящной архитектуры, выразительных лиц. Особенно впечатлила его Пальмира – город пальм и исторических памятников. Я первое время остерегался ходить с этюдником по такому большому городу, 4,5 миллиона населения, это гигантский город. И потом я адаптировался и ходил спокойно с утра до вечера, когда позволяло время. Вот, писал этюды, знакомился запросто с жителями Сирии и Дамаска. Вот, народ очень открытый, добродушный, благополучный. Вот, запросто тебя чаем угостят, кофе угостят. Но это не самое главное. И попозируют, чем я, в общем-то, и пользовался. Случайные люди. И я был для них буквально несколько минут, и мы были садыки. Садык – это друг по-арабски. И сейчас очень больно смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке. Говорит, так получилось, что некоторые трагические события он словно бы предвидел, проводя исторические параллели. Там у меня есть одна картина, посвященная Сирии периода Римской империи, XI век, когда было сильнейшее землетрясение, Пальмира была разрушена. На выставке можно проследить, как менялась живописная манера Блохина от ранних работ, сдержанных по настроению цветовой гамме, к более ярким, импульсивным полотнам. Между собой уже говорили про него, что он француз. Француз, потому что у него действительно живопись, действительно французская. Вот, это импрессионист, постимпрессионист. Новый экспрессивный стиль, как определяет его сам автор, появился в поездке по Крыму. В 2014 году он посетил Международный фестиваль художников. И мы писали там этюды. Западный берег Крыма – это самый такой дикий, не южный, Ялта там и так далее. Это выше Севастополя. Западный берег Крыма – такие ветра, там деревьев практически нет на побережье, где-то шум ветра. Вот ветер перемен оттуда. В равной степени мастера привлекают и пейзаж, и натюрморт, и портрет. Его можно назвать пушкинистом в живописи. Сергей Блохин проехал по местам великого поэта. Санкт-Петербург, Болдино, Бахчисарай. Все это нашло отражение в творчестве. Целую серию работ художник посвящает гению русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину. Вот великий поэт испытывает муки творчества. Здесь его посещает муза. На этой картине Александр Сергеевич любуется природой, черпая вдохновение, и даже греется в бане. Сергей Александрович шутит. Мы с поэтом почти что земляки, ведь родом он из Нижегородской области, но уже давно живет в Чувашии. 15 лет руководил Чебоксарской школой искусств номер 1 и до сих пор там преподает. Во время того, когда он был директором нашего учреждения до 2011 года, школа вышла на международный уровень. Очень много выставок проходили во Франции, в Дамаске были его выставки. Он, на самом деле, очень творческий человек, и на сегодняшний день художественное отделение – одно из самых сильных отделений нашего города. Как признается Блохин, мир вокруг нас создан для художников, и мастер учит его чувствовать, понимать и отражать в своих картинах. Лидия Галактионова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.